Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Ломаются деревья, падают заборы и дорожные знаки. И похолодание связано с вторжением арктических воздушных масс на территории Республики Татарстан. Подробнее о последствиях сильного ветра Ирина Сахапова. В Нижнекамском парке семья массово вырубают деревья. Не знаю, чем не понравились им эти деревья. Это такие роскошные. Почему убирают насаждения и что будет на месте пустующей площади? Узнавала Гульнара Миниханова. 300 предприятий по всему Татарстану ищут сотрудников. Набираем специалистов на наш новый склад в Нижних Визовых, и там средняя зарплата от 50 тысяч рублей. В республике стартовала всероссийская ярмарка по трудоустройству. О том, как она прошла в Казани, расскажет Алена Струминская. В Татарстане сегодня настоящий шторм. По данным синоптиков, скорость ветра местами достигала 25 метров в секунду. Такая погода в республике установилась уже сутки. И сводка происшествий пополняется каждый час. Пожары, упавшие светофоры и деревья, разбитые машины, улетевшие теплицы, есть и пострадавшие. Ирина Сахапова о масштабах непогоды и неутешительном прогнозе на выходные. Это Актанышский район, село Паисево. Здесь горят кладбища и нежилые постройки. После субботника сжигали сухую траву. В итоге штормовой ветер разнес огонь по округе. Пламя полыхало на площади 66 квадратных метров. Пожар тушили около часа. И справиться с ним спасателям мешал тоже ветер. Эти территории не чищенные, потому что нежилые. Пытался и граблями траву убрать, не помогло. Через сухую траву огонь и полез наверх. Это уже кадры из Мамадышского района. В поселках Старый и Новый Закамский горит трава и камыш. Тушение пожара также осложнилось сухой погодой и порывистым ветром. Огонь перекинулся на жилой дом, а дальше уже сарай и 2 бани. Упавшее дерево покорежило машину. Припарковала машину, только отошла буквально на 2 минуты, и хрустнуло дерево, упало. То есть все случилось на моих глазах. Так рассказывает уже жительница Казани Анастасия Матвеева. Ураганный ветер повалил на ее ладу ствол дерева. Разбита крыша и заднее стекло. Девушка признается, после ночной смены в больнице видеть хотелось явно не это. Такого не происходило, я как бы за таким не наблюдала. Всегда ставила на то же самое место машину. Никаких проблем никогда не было. Это уж от нас не зависит, как бы я считаю. Но в данном случае, как бы вы сами видите то, что в каком состоянии дерево, и то, что давно-давно его нужно было как бы спилить. Уже сутки в Татарстане бушует сильный ветер. Его порывы местами достигают 25 метров в секунду. МЧС дважды объявила штормовое предупреждение. Перед мощным потоком воздуха не устояли ни казанские дорожные знаки, ни светофоры. Все произошло на перекрестке улиц Академика Парина и Мавлютова. Как говорят очевидцы, светофор упал прямо на 76-летнего пенсионера. Его госпитализировали с переломом берцовой кости. Ураганный ветер сносит забор на Шамиля Усманова, с корнями вырывает ель на Серова, крушит теплицы в селе Большие Кабаны Лаишевского района. И все это сопровождается минусовой температурой ночью. Утром и днем до +4. К такой непогоде казанцы, признаются, готовы не были. Погода непредсказуемая. Очень тяжело справляться, когда ветер так сильно дует, лицо сдувает, уже просто тяжело на самом деле. Волосы развиваются. Да, они просто вот так вот разлетаются. Вчера ночью, когда открывал окно, там у меня тоже чуть окно не слетело. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаю туч. Гуляя по городу, на ум приходят именно эти строки. Сегодняшнее погодное явление эксперты называют ультраполярным вторжением. По словам синоптиков, республики его не было на протяжении 3 последних лет. Погодные условия в Республике Татарстан в настоящее время формируются под влиянием так называемого барьера, который образовался между антициклоном и циклоном. Значит, и большие, сильные, серьезные барические градиенты обусловливают такие погодные условия, то есть такой сильный ветер. Вчера и похолодание связано с вторжением арктических воздушных масс на территории республики. Сильный ветер в Татарстане сохранится и завтра. Местами его порывы будут достигать 26 метров в секунду. Температура воздуха не выше 9 градусов тепла. Ирина Сахапова, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.
На детской площадке деревни Сулы-Соклова Сармановского района на 11-летнюю девочку упал турник. С двухсторонним переломом челюсти ребенка срочно госпитализировали в Камский детский медицинский центр Набережных Челнов и прооперировали. Возбуждено уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они выяснят, кто отвечал за установку оборудования на игровой площадке. Напомним, подобный случай произошел в конце марта в лагере «Волга» Лаишевского района. Здесь на мальчика упали футбольные ворота. Нижнекамск теряет статус зеленого города. В социальных сетях жители гневно обсуждают масштабную вырубку деревьев в парке «Семья». Они росли здесь десятилетиями. Теперь вместо зеленых насаждений в любимом месте отдыха нижнекамцев одни пеньки. Жители предполагают, что здесь появится торговый или офисный центр. Кто стоит за вырубкой и что здесь намерены построить, выясняла Гульнара Миниханова. Вместо деревьев остались одни пеньки и пустующая площадь в парке «Семья». Сейчас техника выкорчевывает корни. Галина Базарова гуляет здесь каждый день и с болью смотрит на то, что осталось. Не знаю, чем не понравились им эти деревья. Да такие роскошные прямо были. Вот я так считаю, что лишние уже вот вычистили. Во-первых, не знаю, что они посадят, этого я не знаю. И, во-первых, сейчас что посадят, например, из сотни деревьев, что высадят, никто потом не поливает. Парк «Семья» славился не только изобилием деревьев. Здесь росли тополя, клены, яблони, осины. С момента основания жили белки. Теперь многие обеспокоены их судьбой. Они, по-моему, так беспокойно себя ведут, потому что, территория их не, по-моему. Переживаем из-за белочек, мы все переживаем. Я надеюсь, что все новое нас всегда немножечко будоражит, но потом все устаканивается. Но больше всего жителей волнует, что построят на месте вырубки. Если детскую площадку, то можно. Там потому что маленькая, а город же у нас большой, пускай будет побольше. Но если магазинчик, то у нас, мне кажется, и так их полно. Свое беспокойство горожане высказывают и в социальных сетях. Теряет Нижнекамск статус зеленого города. Вырубаются и молодые, и здоровые деревья наряду с больными. Не может быть такого, что все деревья аварийные. Полгорода повырубали уже, а новые совсем крохи сажают, которые не приживаются. Как мы выяснили, обследование деревьев и их спил провели сотрудники Нижнекамского лесхоза. Убрали деревья на площади 2 гектара. Были выявлены погибшие, перестойные и аварийные деревья. С начала марта Нижнекамским лесхозом производится спил аварийных веток и деревьев для того, чтобы исключить вероятность падения деревьев на посетителей парка. После санитарной очистки территории будут проведены работы по компенсационному озеленению, посадке новых деревьев. Вот на весну у нас уже планируется посадка 800 кедров. Спил деревьев проводится в рамках второго этапа благоустройства парка «Семья». Очищаем площадку для будущего, для посадки насаждений. И хочется опять же повторить жителям, что никакого торгового центра и иных объектов здесь строительство не планируется. После того, как будет выполнена компенсационная посадка, у нас также планируется здесь создание экотроп для наших жителей. Но вопросы остаются. Слишком большая территория вырубки. Такого в республике не было уже несколько лет. Могли ли все 2 гектара леса быть аварийными? И сколько лет понадобится, чтобы здесь появился настоящий кедровый лес? Это очень капризное дерево. За год саженец подрастает всего на несколько сантиметров и только к 10 годам вырастает до 1 метра. Вторую очередь реконструкции парка «Семья» планируют провести уже в этом году. Что здесь будет детская площадка или иные объекты для отдыха, будут решать после опроса нижнекамцев. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Завтра в Татарстане начнется голосование по улучшению качества городской среды. Жители смогут выбрать дворы, парки, скверы и набережные, которые хотели бы видеть в своем районе уже в 2024 году. В перечне 267 общественных пространств. Здесь же будет возможность выбрать 200 дворов, которые будут обновлены в приоритетном порядке по программе «Наш двор». Отдать голос можно будет на портале городсреда.tatar.ru, а также на сайте и в приложении «Услуги РТ». Голосование завершится в конце мая.
С начала этого года автоинспекторы Татарстана остановили более 3000 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. 311 водителей задержали за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал главный автоинспектор республики Рустам Гарипов. Совещание провел вице-премьер Шамиль Гафаров. С участием нетрезвых в этом году произошло 25 аварий, погибли 2 человека. В целом в Татарстане снизилось количество смертельных ДТП. За 3 месяца на дорогах погибли 50 человек, 814 получили травмы. Однако, если на федеральных и региональных трассах снижение аварийности, на местных отмечают рост ДТП и раненых. На дорогах местного значения зарегистрировано 460 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 11 человек, 557 получили ранения. Здесь основными видами ДТП с погибшими явились наезд на пешехода и столкновения. На территории 4 муниципальных образований, указанных на слайде, складывается негативная ситуация с аварийностью. Это Зеленодольский, Заинский, Ютазинский и Нижнекамский районы. В последнем наиболее острая ситуация. С начала года в Нижнекамске произошло 31 ДТП, где погиб 1 человек и 37 получили травмы. Вице-премьер Шамиль Гафаров поручил обратить особое внимание на дороги местного значения и подчеркнул, прежде всего работу нужно провести главам районов, проанализировать ситуацию и найти решение проблемы. Помните, мы обсуждали, это не наша дорога, это федеральная трасса, это республиканская трасса, мы тут повлиять на ситуацию не можем. А теперь у нас ухудшение всех первых показателей по дорогам муниципального значения. Это количество ДТП, количество погибших, количество травмированных. И тут я, уважаемые коллеги, главы председателей комиссии на местах, обращаюсь к вам. Тут уж полная ваша ответственность. В Казани сегодня открылась первая всероссийская ярмарка по трудоустройству «Работа России. Время возможностей». Это место встречи работодателей и соискателей. Вакансии предложили 40 крупных предприятий республики. Это вертолетные, пороховой, электротехнические заводы, а также компании в сфере обслуживания и IT-технологий. По словам специалистов, наиболее востребованы на рынке труда инженеры, слесари, сборщики, токари и другие рабочие профессии. Ярмарка вакансий по национальному проекту «Демография» сегодня прошла по всей стране. Какие зарплаты предлагали у нас, узнала Алена Струминская. Можете указать название учебных заведений, которые заканчивали? Одним из первых на ярмарку пришел Александр Бакин. Мужчина долгое время работал неофициально. Сегодня подал документы на электромонтажников Промтех. Здесь производят детали для гражданской и военной авиации. Зарплата 60 тысяч рублей. Хочется вот официально работать. По трудовой, чтобы стаж шел. После февральских событий прошлого года особо резко в стране встал вопрос по импортозамещению. И в частности наше предприятие занимается проектированием, изготовлением изделий и комплектующих, в том числе и под проекты, которые так или иначе связаны с импортозамещением. Здесь свои вакансии выставили 40 крупных предприятий и компаний столицы. Это Казанский пороховой завод, Метроэлектротранс, Акбарсбанк, вертолетные и авиационные заводы. По словам специалистов, высокий спрос на кадры в промышленности. Ищут инженеров, конструкторов, технологов, жестянщиков, шлифовщиков. Мы сегодня видим, что наши предприятия испытывают достаточно высокую потребность в кадрах. Оборонно-промышленный комплекс сейчас наращивает свои объемы сферы строительства, сфера торговли. Причем, посмотрите, это интернет-торговля, соответственно, это совершенно новая квалификация. Кадровый голод в сфере обслуживания. Впереди туристический сезон, поэтому много вакансий для студентов со свободным графиком. Наша компания строит первую в России экосистему халяль. Актуальные вакансии для нас – это, конечно же, поварские вакансии, официанты, служба качества, гостеприимства. Мы сейчас набираем специалистов на наш новый склад в Нижних Визовых, и там средняя зарплата от 50 тысяч рублей. Всероссийская ярмарка проходит впервые по национальному проекту «Демография». К ней присоединились во всех районах республики. Работу предложили 300 компаний. Она полезна тем, что здесь ты находишь компании, про которые даже никогда не слышал. То есть, допустим, вы заходите на сайт по трудоустройству, там у вас 1000 вакансий, вы среди них путаетесь, вы не можете найти. Заинтересовала вакансия работы в банке, решила оставить резюме. Это помогает нам, студентам, смотреть разные какие-то аспекты.
Как сообщили в Минтруде республики, здесь можно было найти самую высокооплачиваемую работу. Так и Леон ищет инженера-конструктора за 150 тысяч рублей. Компания «Рычаг» начальник отдела за 180 тысяч. Химбур-сервис заинтересован в инженере-технологии и готов предложить 300 тысяч рублей. В первый день ярмарки найти себе работу пришли 3500 человек. Завтра продолжение. Ярмарка состоится также в мраморном зале КФУ с 10 утра до часу дня. Алена Струминская, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. На Всероссийской ярмарке по трудоустройству сегодня работал и пункт отбора на военную службу по контракту. Интерес к нему проявили студенты вузов и СУЗов, будущие выпускники. По закону вместо срочной службы по призыву теперь можно заключить контракт на 2 года. Место службы выбрать самостоятельно. На пункте отбора рассказывали обо всех нюансах трудоустройства и о льготах. Так, при заключении первого контракта на срок больше года положена единовременная выплата в 195 тысяч рублей. Для участников специальной военной операции минимальное довольствие начинается от 200 тысяч. В первые часы работы пункта несколько человек изъявили желание заключить контракт. К нам сегодня обратилось порядка 25 человек, студентов, да. Один из них изъявил желание, то есть он написал заявление о поступлении на военную службу по контракту. Он в скором времени, в июне месяце, получает диплом и планирует поступить на военную службу. Я хотел бы, знаете, спецназ наш в Казанский 26-й отряд, в разведгруппу, конечно же, попасть. Я узнал то, что какие здесь есть привилегии и какие льготы я могу получить в дальнейшем, как это все происходит, что мне нужно для этого сделать, какие нужны физические навыки, также какие психологические тесты я буду проходить. Мы тоже люди. Почему в татарстанской глубинке нет нормальных дорог? Почему при наличии технологий, позволяющих строить сельские дороги быстро, предпочитают тратить больше, но строить меньше? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Участники кадрового резерва Райса Республики сегодня представили Рустаму Минниханову свои инициативы по социально-экономическому развитию Татарстана. Это проекты в сфере цифровизации отдельных отраслей, развития АПК, здравоохранения, социального направления, комплексного развития территории. Кадровый резерв Райса Татарстана – проект, который направлен на развитие управленческого потенциала республики. Участники в течение года проходят специальное обучение у ведущих республиканских и федеральных экспертов, стажировки в муниципалитетах и на предприятиях. Рустам Минниханов положительно оценил инициативу. Он поручил оказывать резервистам поддержку в реализации проектов. Все доклады интересные. Значит, я хочу поблагодарить кураторов. Есть вещи там реальные, есть нереальные, но самое главное, у вас есть желание что-то изменить. Все приземленные, жизненные, важные проекты. 18 апреля физкультурно-спортивное общество силовиков «Динамо» отметит столетие. Татарстанское отделение – одно из сильнейших в России. Как признание этого, в июне в Казани пройдут всероссийские динамовские игры с международным участием. Ожидается более 2000 спортсменов. О деталях предстоящих соревнований и достижениях динамовцев сегодня рассказало руководство. С чем встречают эпохальную дату и какую глобальную цель в своем движении видят динамовцы, узнал Дмитрий Аренин. Для физкультурно-спортивного общества название «Динамо» придумал советский писатель Максим Горький. Благодаря ему появился и девиз «Сила в движении». Символично, что в Казани на улице Горького и был построен спортивный комплекс «Динамо». Сейчас в Татарстане в рядах динамовцев более 25 тысяч человек. Они занимаются по 50 видам спорта. Есть профессиональные клубы и детские спортивные школы. Более 200 человек входят в сборные страны. За вековую историю 21 динамовец Татарстана стал олимпийским чемпионом. Так, на прошедших играх в Токио золотую медаль завоевала рэперистка Марта Мартьянова. Когда спортсмен побеждает на Олимпийских играх, это гордость не только его, это гордость не только его тренера или маленького региона, это гордость всей страны. Люди, которые в «Динамо», это для них спорт – это смысл жизни, это образ жизни. Занимаемся одним делом для того, чтобы люди, живущие в России, были сильными, крепкими, здоровыми, воспитанными в духе патриотизма. С 1998 года татарстанское «Динамо» возглавляет Азгат Сафаров. Как говорят спортсмены, он выстроил слаженное управление обществом и нацелил всех на победу. К примеру, женское волейбольное «Динамо» выиграло все возможные титулы в мире. Мужской клуб по хоккею на траве рекордные 20 раз становился чемпионом России. Благодаря этому его тренера Араика Маргаряна внесли в книгу рекордов страны. Маргарян совсем недавно занесен в книгу рекордов России как тренер
победившие наибольшее количество раз с командой «Динамо Акбарс» по хоккею на траве. Мы уже получили официальный сертификат. С таким отношением к спорту, как у Азгата Ахметовича, другого варианта не бывает. Я попал в такое динамовское движение, которое создавали все условия, где ты твои тренерские мысли можешь притворить в спортивную жизнь. Роль руководства у каждого, смотрите, разные виды спорта. Попробуйте собрать такую большую команду. Производится огромная работа. То есть это же и не просто же спорт, это же и управлять надо, и какие-то мероприятия проводить. «Динамо» Татарстана считается одним из лучших в стране. Это подтверждают победы на всероссийских динамовских играх. Соревнования юбилейного года пройдут в июне в Казани. Более 2000 участников разыграют награды в 11 видах спорта. Ждут спортсменов и из других стран. Подтвердились это Таджикистан, Казахстан и Белоруссия. То, что касается нашей команды, то, безусловно, состав у нас будет боевой, самый максимальный, который мы можем выставить. Планируем, конечно, хотим мы победить, это все-таки историческое событие. 18 апреля, в день столетия, большое торжество пройдет в Москве. В Татарстане мероприятие намечено на 12 июня, в День России. Дмитрий Айрин, Лисан Саитова, ТНВ, Казань. Педагог с мировым именем, просветитель чувашского народа, создатель чувашской письменности. 25 апреля Татарстан отметит 175 лет со дня рождения Ивана Яковлева. Он наш земляк, родился в Тетюшском районе, тогда Буинский уезд. Иван Яковлев был одним из самых образованных людей своего времени. Создал чувашский алфавит, издал первый букварь и сотни книг учебной литературы для своего народа и открыл первые чувашские школы. Как сегодня его потомки чтят и хранят традиции Ивана Яковлева. На родине чувашского просветителя побывала Вероника Гайнуденова. Село Кошки Новотимбаево. Здесь 175 лет назад родился чувашский просветитель Иван Яковлев. Тогда это Буинский уезд Симбирской губернии, сегодня Тетюшский район. На въезде в село встречает сам Иван Яковлев. Бюст установлен между школой его имени и музеем. Здесь начинается история крестьянского мальчишки, который стал для своего народа великим сыном. Первая свою школу, это Симбирская чувашская школа была, он открыл, будучи 20-летнем возрасте. Если еще к тому же вспомнить, что он круглый сирота, он из глухой совершенно деревни, тогда у нас вообще грамоты здесь не было. Для своего народа выбрал путь. Он должен был решить, а как же чуваши должны дальше жить для того, чтобы расцветать, процветать, начинать жить лучше. Осиротевший Иван воспитывается в приемных семьях. Они отдавали его учиться. Учеба давалась мальчику легко. Он всегда стремился к науке. Окончил Симбирскую гимназию с золотой медалью. Поступил в Казанский университет. Первая Симбирская чувашская школа переросла в учительскую гимназию, где Иван Яковлев готовил преподавателей. Когда ему было 23 года, он начал открывать чувашские школы по всему Поволжью. Одна из первых в родном селе Кошки Новотимбаево. Иван Яковлевич Яковлев внес огромный вклад в образование и просвещение чувашского народа. До Ивана Яковлевича Яковлева в основной массе чувашский народ был безграмотным. Было очень мало образованных чуваш. Он говорил о том, что дети не могут изучать науки другие, не зная своего языка. Иван Яковлев создал систему образования чувашского народа с нуля. Разработал алфавит, написал учебники, издал больше 100 книг, собрал материал устного народного творчества для букваря. До Яковлева чувашский народ не имел своей письменности. Наследие Ивана Яковлева бессмертно. В школах изучают чувашский язык на основе его трудов. Дети говорят на родном языке и учат стихи о своем народе. Чавашчильхи таванчильхи мен песелан тараштерантам эп чувашачи саватоп хамран чувашерне. Перед смертью Иван Яковлевич Яковлев написал завещание чувашскому народу в 1921 году, где говорится о сохранении семьи, дружба со всеми народами, любить родину.
Сегодня потомки сохраняют его традиции и бережно хранят память о просветителе. Это самый центр села Кошкиново-Тимбаево. На месте дома, где родился Иван Яковлев, сегодня построили часовню в память о нем. А рядом появился мемориальный комплекс выдающимся людям села. Свое место занимает и Иван Яковлевич. Сделать памятную медаль в честь великого просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. И эту медаль потом вручать школьникам, которые хорошо обучают чувашский язык, или отличники школ, там, призеры Олимпиад. 25 апреля, день рождения Ивана Яковлева, для чувашского народа стал днем родного языка. Вероника Гайнудинова, Роман Фенин, ТНВ, Тетюшский район. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Далее рубрика «Смыслы» с Тимуром Бекмурзиным и прогноз погоды с Гульназ Гизатуллиной. А я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте, с вами Тимур Бекмурзин. Это рубрика «Смыслы» на ТНВ. Невероятная стрессоустойчивость российской экономики стала сюрпризом не только для западных противников, но и для нас самих. Сегодня все эти заявления о стране бензоколонки, о разорванной в клочья экономике стали самым настоящим мемом. Посрамлены не только западные политики, но и многие зарубежные эксперты-экономисты, которые предрекали мало того, что экономический и финансовый крах России, так еще и потребительский коллапс. И всем казалось, что он практически неизбежен при таком массовом исходе с нашего рынка западных компаний и брендов, причем себе в убыток. Однако мы не просто избежали худших сценариев, но и более того, в перспективе наша экономика, в том числе потребительская, может много выиграть. В чем просчитались наши западные теперь уже не партнеры? Первое, что они не учли, что так быстро, профессионально ответит на новые вызовы наше правительство. Второе, опять же, стереотип о том, что экономика России держится исключительно на продаже углеводородов. Нефти, газа, но еще леса, металлов. Видимо, он крепко засел в умах западных элит, и им трудно понять, а тем более принять, что это далеко не так. Ну и третье, если честно, что стало откровением и для многих внутри самой России, выяснилось, что огромное количество якобы итальянских, американских и немецких брендов на нашем рынке в реальности имеет отечественное происхождение. Это в том числе производители одежды, обуви, бытовой техники, косметики. Я сейчас не буду их называть, чтобы не делать рекламы, поверьте, их достаточно много. С одной стороны, это внушает определенный оптимизм, и так и хочется сказать «знай наших», а с другой, все это наводит на определенные, не самые веселые мысли. Значит, российским бизнесменам так удобнее и выгоднее, проще говоря, выдавать свои бренды за иностранные. Почему? Опять-таки, есть стойкое убеждение, и его развеять пока не удалось, что зарубежный лучше нашего. Сейчас этот стереотип потихоньку ломается, но, видимо, нужно еще какое-то время. Второй не менее важный фактор – отечественным предпринимателям всегда было тяжело конкурировать с западными корпорациями в плане денег, маркетинговых возможностей для завоевания даже своего рынка. Сегодня, когда иностранные бренды все дружно помахали нам ручкой, вроде бы возможностей стало больше. Однако и денег у предпринимателей не прибавилось на ту же рекламу, продвижение своего товара, создание сайта и так далее. Как поддержать таких производителей, особенно если речь о малом и среднем бизнесе, говорили на неделе в Казани. По поручению президента Владимира Путина Агентство стратегических инициатив и фонд Росконгресс проводят конкурс брендов, поучаствовать в котором могут региональные компании. Достаточно подать заявку через интернет до 26 апреля этого года. Всего номинаций 5. Среди них продовольственные и потребительские товары, информационные технологии, креативные индустрии. Уже подано более 200 заявок. Победители смогут продвигать свои бренды на маркетплейсах и в торговых сетях, а также в СМИ. Как отметила Светлана Чупшева, генеральный директор России, идея конкурса – показать многообразие, показать наши российские компании, которые представлены абсолютно в разных сферах жизни человека. Показать и вместе с ними выработать решения, необходимые для их роста. И тогда, это уже мои слова, будет не модно и не совсем прилично прятаться за якобы иностранными брендами, когда гордо и прекрасно звучат наши российские и татарстанские названия. Это была рубрика «Смыслы» на ТНВ.
Компания «Луидор» представляет современный городской кроссовер «Москвич-3» с выгодой до 250 тысяч рублей. Яркий дизайн, современный и экономичный 1,5-литровый турбированный двигатель, светодиодная оптика, бесключевой доступ, панорамный люк и многое другое. Все это «Москвич-3». Совершите пробную поездку уже сегодня в дилерском центре «Луидор» по адресу Казань, Сибирский тракт 59. Подробности по телефону 8 800 2002 402. Продсклад «Победа». Персики консервированные Сандропс 159,90. Манго дольки в сиропе 89,90. Все нужное по низким ценам. Экстрим-программа «На грани» в Казанском цирке. «Лада Гранта» с выгодой до 80 тысяч рублей по программе утилизации или трейд-ин. С 7 по 18 апреля на втором этаже в Казанском ЦУМе распродажа индийских товаров. Эмис – натуральный виноградный концентрат. В честь праздника Рамадан акция при покупке одной упаковки Эмис Таврический. Целая упаковка лимонада в подарок. Оцените премиальные внедорожники Exit. Пройдите тест-драйв в Exit-центре РРТ. Только в апреле. В Exit-центре РРТ автомобиль Exit с преимуществом до 1 миллиона рублей. Подробности на Чуйкова 54Б. Звоните 207-2080. Дома у сада. Новый квартал сад от Акбарс Дом. Жить, чтобы мечтать и создавать. Акбарс Дом. Дом там, где мы. Лента поздравляет с праздником Ураза Байрам. С 14 по 24 апреля чак-чак тамле халяль 300 граммов 89 рублей. Во всех магазинах и с доставкой. Компания «Луидор» представляет современный городской кроссовер «Москвич-3» с выгодой до 250 тысяч рублей. Яркий дизайн, современный и экономичный 1,5-литровый турбированный двигатель, светодиодная оптика, бесключевой доступ, панорамный люк и многое другое. Все это «Москвич-3». Совершите пробную поездку уже сегодня в дилерском центре «Луидор» по адресу Казань, Сибирский тракт 59. Подробности по телефону 8 800 2002 402. Здравствуйте! В студии Гульназ Гизатуллина. Апрель решил проверить нас на прочность и значительно понизил температуру по республике. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево будет ясно и сухо. Ночью прохладно до 5 мороза, днем воздух прогреется до +4. Без осадков в набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге. Ночью около 4 мороза, а днем до 7 градусов выше 0. В Агрызе, Менделеевске, Актаныши ночью минусовые температуры до 5 мороза, днем около 6 тепла. В Арске, Кукмаре, Балтаси в ночные часы около 4 градусов мороза, в дневные часы около 7 градусов со знаком плюс. Без осадков ветер стихнет. В Болгаре, Дрожжином, Буинске осадки не наблюдаются. В ночные часы холодно, около 3 мороза, в дневные потеплеет до 7 градусов выше 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше безоблачное небо и отсутствие осадков. Ветер стихнет, температура ночью около 4 мороза, а днем воздух прогреется до 7 градусов выше 0. В воскресенье температура продолжит повышаться. Вероятность осадков по-прежнему минимальна. В Казани ясная погода, без осадков, ночью около 4 градусов мороза, днем же потеплеет до 9 градусов выше 0. Ветер северный и умеренный, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 34%, магнитное поле Земли спокойное. Несмотря на похолодание, яркое весеннее солнце продолжает радовать, и природа уже готова раскрыться ему в ответ. И мы желаем отличного весеннего настроения. Берегите себя.